Доследственная проверка по факту применения насилия со стороны сотрудников Министерства внутренних дел, а также по факту хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия и оскорбления представителей власти завершена. Об этом на рабочем совещании парламента рассказал генеральный прокурор республики Адгур Агарба. Проверка, по его словам, проведена в полном объеме. В результате в отношении двух заместителей министра внутренних дел Дадына Чачхаля и Рашид Свижба возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия. Данная статья подразумевает лишение свободы от 5 до 10 лет. Что касается депутата Гарри Кокая, то в его действиях прокуратура усмотрела признаки состава преступления. Предусматривается статья 207, как я сказал. Это есть хулиганство и статья оскорбления представителя власти. Он сам не отрицает, что он оскорблял самого министра, он оскорблял других сотрудников милиции, которые там присутствовали. Он сам об этом нам говорит в своих показаниях. Что касается хулиганства, я хочу сказать, что есть еще и мировая практика, и практика в России. Мы все это изучили, и с учетом Уголовного кодекса и тех требований, которые указаны, мы считаем, что в его действиях присутствует сегодня 207 статья. Это усматривается из того, что это происходило в людном месте. После того, как они вышли из ресторана, где они отдыхали, он произвел 5 выстрелов. Через 10 минут он производит еще 6 выстрелов. В тот момент находились там люди, кто-то проходил по набережной, кто-то сидел в ресторане, поэтому это все могло иметь другие последствия тоже. Мы считаем, что эта оценка вполне объективная и справедливая, на мой взгляд. Генпрокурор также рассказал версию, которая выдвигает следствие относительно другого депутата Алмасхана Гардзинба. На сегодняшний день имеются уже все доказательства у нас. 10 минут первого после инцидента, произошедшего на набережной, подъехал на своей служебной автомашине к воротам здания Министерства внутренних дел, вытащил автомат калибра 5,45 и произвел несколько выстрелов в количестве 20 выстрелов. С места происшествия изъяты патроны калибра 5,45, допрошены свидетели. Сам депутат Ардзинба неоднократно приглашался в прокуратуру города. Данной проверкой занимается городская прокуратура, а другой проверкой занимается следственное управление. Он неоднократно приглашался, ему предлагалось дать показания, на что он отказывался. Также, согласно проверке, установлено, что у Ардзинба Алмасхана имеется наградной автомат такого же калибра 5,45, но с учетом того, что он сегодня обладает иммунитетом и неприкосновенностью, произвести обыск в его жилище не представилось возможным. Генеральная прокуратура не усматривает состава преступления в отношении действий министра внутренних дел Дмитрия Дбар. С учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, Генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности. Теперь я хочу пояснить, что нами допрошены все ветераны, все участники инцидента, сотрудники милиции, сам министр и другие свидетели. Относительно министра, чтобы было понимание, я хочу довести до вас, что никто из ветеранов и сам депутат Кокая, пострадавший, не говорит, что Дбар кого-то оскорблял, кому-то применял насилие. Единственное, что изначально были законные требования выдать пистолет, после чего Кокая отказался выполнять требования министра. Возникла потасовка, которая перерос уже в конфликт с применением насилия. В настоящее время Генеральной прокуратурой вынесены все вышеперечисленные решения. Сегодня мы будем обращаться в Верховный суд в отношении депутатов. Почему? Потому что процедура в соответствии с действующим законодательством немного сложная. Необходимо получить заключение Верховного суда о наличии состава преступления у депутата, после чего мы будем обращаться в Народное собрание на имя спикера для того, чтобы получить согласие на возбуждение уголовного дела. В отношении других фигурантов я уже озвучил. Сегодня вынесено постановление, и оно подписано в отношении заместителей министра внутренних дел. После доклада генерального прокурора Адгура Агарба у депутатов возникли вопросы. Здесь, значит, меняется хулиганство и, видимо, стрельба, она опасность для общественности представляет, разговора нет. Но вот на кадрах, я еще раз повторюсь, что может быть основанием, людей уже практически нет, только видно при хорошем, когда ты знаешь людей, ты четко понимаешь, кто с кем дерется, кто кого где останавливает. Но я так понимаю, что прокуратура не усматривает, она не
не может отличить или различить, видимо, кто с кем дерется. Но если я вижу, наверное, вы тоже могли бы увидеть. Мы уже дали этому оценку. Я озвучил, что заместители министров, 2 человека, которые применили насилие, мы в отношении них возбудили уголовное дело. Кого мы не усматриваем, вот я не могу понять. Вот вы говорите, кого мы не усмотрели? Можете нам пояснить? Ситуацию, которая происходила по факту там. По факту я вам озвучил, что 2 заместителя министра применили насилие. Они оба наносили удары ветеранам. Им мы дали правовую оценку. Теперь, что касается вашего вопроса, что вы говорите, это не нарушение общественного порядка. Это нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу. В это время эти первые выстрелы, они происходили в непосредственной близости от этого заведения, где они находились. Он как вышел, сразу открыл стрельбу. Ресторан был полный. И с учетом характеристик технических огнестрельного оружия, из которого он производил выстрелы, эта пуля могла настигнуть любого из присутствующих в ресторане. Не видя сам факт преступления, который вы называете преступлением, стрельбу в воздух в праздничный день, на полной набережной получается, находится человек в отпуске, сам преступление не видит, гильз у вас в деле, по-моему, 5. Потом после этой потасовки не вызывается дежурный следователь, группа. Люди, которые сегодня обвиняют заместителей, ветераны войны, которые считают, что по отношению к ним были допущены противоправные действия, они сегодня не говорят, чтобы министр МВД допустил или приказал кому-то применить насилие. Он там находился, и первое требование, оно было законное. Попросил выдать пистолет, на что депутат парламента отказался. Если... Конечно, депутат, с учетом того, что депутат парламента сам лично признался и сказал, я стрелял, для того, чтобы предотвратить дальнейшие последствия вот этого характера, министр МВД просто обязан был у него взять пистолет. Кто-то представился. По форме. Нет, Кто-то подождите, что? слушайте, Ну давайте, если говорим совсем о законности, мы же просто все друг друга знаем, что это министр, это его зам, это, ну мы же все просто друг друга знаем. Но по факту не было сделано ничего. Мало ли кто ко мне подошел и говорит, дай мне оружие, а ты кто, чтобы дал тебе оружие? что не было сделано ничего, Нет, ну тогда я как депутат могу делать, что хочу, приду и скажу, отдай мне это по закону, наделенными мне полномочиями, я могу творить, что хочу. Слушайте, ну закон. Наталья Викторовна, у нас так получается, что если я депутат, значит я могу творить все, что угодно. Нет, так не получается. Ходить в общественном месте, значит, с оружием, стрелять в любое время. И вот, Адгур Нургзарович, в нормальном государстве, где существует, работает сила закона превыше всего, делается следующим образом. Всегда вызывается определенный там наряд, там, сотрудники милиции для того, чтобы удостоверить, составить протокол. Вы говорите, и всем известно, что министр внутренних дел присутствовал при инциденте. Если он не смог предотвратить инцидент с избиением, кого бы там ни было, депутаты были или ветераны войны, это не квалифицируется как халатное отношение к своим прямым функциональным обязанностям. Ну, в данной ситуации мы этого не усматриваем. Почему, я вам скажу. Когда произошел конфликт министра МВД, это есть в показаниях у нас, несколько человек его схватили и отвели в сторону. В это время произошла драка. Он говорит, я даже не видел, кто и кому наносил удары. У нас нет обратных показаний. Никто из ветеранов не говорит, что министр Дбар видел, как применяется насилие, видел, как кто-то кому-то наносит удары. Этого нет. Для того, чтобы сегодня человека привлечь, нужно доказать обратное, что он виноват. Извините, привлечь. Я не сказал привлечь. Вы сказали, это не уголовный состав. При избиении. Да. Не И этому мы... Посмотрите вот эти кадры. Они у вас, наверное, есть. Есть они у Внимательно нас. посмотрите, и вы увидите действия. Это нарушение дисциплинарного характера, о которых мы уже озвучили. Во-первых, они все говорят, что они даже называют лиц, кто их избивал, кто наносил удары. Они поименно всех называют. Но министра МВД они не называют. Они говорят, он нас даже не оскорблял.
какую оценку должна дать прокуратура, если никто об этом сегодня не говорит? Я вот это не могу понять. А те последствия, которые произошли, мы уже этому оценку дали. Работать ему на этой должности или нет, это уже президент будет решать, с учетом того, что он этот конфликт не смог предотвратить. Конечно, в результате того, что сегодня произошло, мы видим, что Валерий Ермеевич, люди сняли побои, написали заявление в прокуратуре, объясняют, кто кого бил, как бил, жестко, не жестко, сильно, не сильно, и при этом вы спрашиваете, никто не жалуется. Я еще один вопрос. Да. Как никто не жалуется, надо слушать. Дальше еще вопрос хочу задать. Если человек написал заявление, если человек снял побои, если человек дает показания, что его избивали, что ему стоит сказать, что избивал министр, если он избивал его? Не надо делать так. Не надо. Нет, я спрашиваю, слушайте, логика есть же в этих действиях или нет? Слушайте. После полного обсуждения итогов доследственной проверки представители Генеральной прокуратуры покинули зал заседаний парламента. В интервью абхазскому телевидению депутат Рауль Воло прокомментировал представленный отчет Генпрокуратуры. Здесь, на мой взгляд, никто не остался в стороне. И прокуратура, с учетом всего, что происходило, определенного давления тоже, да, и то, что мы видели, они свою работу сделали. Да. К ним, на мой взгляд, претензий нет. Что дальше будет, какие дальнейшие шаги будут, мы будем тоже также внимательно за этим следить. Сейчас процедура такая: в отношении действующих депутатов материалы будут переданы в суд. Суд уже обратится в парламент, и парламент будет принимать решение о снятии неприкосновенности с депутатов или не снятии. Достаточно материалов или недостаточно. То есть мы здесь тоже, я думаю, что в короткое время это тоже вопрос рассмотрим. Также в отношении сотрудников внутренних дел прокуратура возбудила очень тяжелые статьи, я хочу вам об этом сказать. Статьи от 5 лет в отношении сотрудников внутренних дел. Это одни из таких самых тяжелых статей. Поэтому здесь легкого пути никто не нашел. Сама ситуация вообще в целом очень тяжелая и сложная. Все то, что произошло, конечно, это не должно было произойти. Но если мы строим правовое государство, и я об этом говорил в том числе и здесь на сессии, мы должны именно придерживаться правовых норм, правовых законов наших и обязательно Конституции. Далее рабочее совещание плавно перетекло в внеочередную сессию парламента, где депутатами был рассмотрен законопроект по внесению изменений в республиканский бюджет 2021 года. Как отметила депутат Натали Смыр, рассматриваются отдельные части законопроекта, которые не требуют отлагательств. Это расходы на здравоохранение и на внешнеполитическую деятельность, связанную с финансированием посольства Абхазии в Сирии. Депутаты в первом чтении приняли проект закона. После заседания вице-премьер, министр финансов Валерий Делба пояснил журналистам, что инициатива внесения изменений в республиканский бюджет обусловлена итогами его исполнения за 8 месяцев текущего года. Они, несомненно, нас вдохновляют, и с учетом обстоятельств, которые возникли в течение этого периода, разумеется, был подготовлен законопроект, который предусматривает увеличение в отдельных случаях действующих расходов бюджета, а также принятие новых обязательств. На наш взгляд, это необходимая мера, которая позволит, с одной стороны, провести ряд мероприятий по сокращению кредиторской задолженности бюджета перед различными бюджетными получателями. С другой стороны, мы не можем не обращать на темпы роста доходов, которые мы сегодня наблюдаем. Очень надеемся, что такая тенденция сохранится и в будущем, несомненно, но сегодня такие инициативы, они должны проходить. Внесение изменений в бюджет происходит не только на республиканском уровне, но и практически во все местные бюджеты, где есть положительные итоги исполнения, за исключением Очимчирского районного бюджета, в котором имеет место значительное выпадение доходов. Законопроект, представленный в парламент, предусматривает существенное увеличение расходов на здравоохранение. По здравоохранению мероприятия увеличиваются на 295 миллионов рублей. Это говорит о следующем, что в течение оставшегося времени текущего года только на программные мероприятия системы здравоохранения дополнительно будет направлено 295 миллионов рублей. Итого общая система здравоохранения по программным мероприятиям получит в текущем году более 500 миллионов рублей. Вот такое, наверное, самое основное.
Кроме того, законодательно была внесена инициатива о стабилизации бюджета пенсионного фонда, где республиканский бюджет готов оказать адресную, целевую, даже единовременную поддержку в объеме 20 миллионов рублей на выпадение доходов пенсионного фонда с учетом дефицита его и погашение кредиторской задолженности. Есть ряд других, несомненно, очень важных расходов, среди которых традиционное повышение размера заработной платы работников бюджетной сферы, которым в частности относятся работники системы здравоохранения, просвещения, культуры, значит, социально, тот, кто относится к категории социальный работник, физической культуры и спорта. Такое повышение после принятия закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2021 год получит свое финансовое подтверждение. Эти цели будут направлены 275 миллионов рублей. Выплата будет осуществляться с января по текущий период в момент принятия. Это единовременная выплата, ну и дальше, соответственно, там, если это в ноябре произойдет, то за ноябрь, за декабрь, и такой фонд оплаты труда сохранится и на следующий год, несомненно. Депутаты планируют продолжить обсуждение законопроекта в целом, так как не со всеми пунктами проекта они согласны. Владимир Делба выразил надежду, что депутаты придут к единому мнению и примут законопроект в окончательном чтении на заседании сессии. Аля Катрапш, Саида Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.